Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшняя тема ученого совета посвящена 550-летию казахского ханства. И для участия в нашем разговоре мы пригласили известных казахстанских историков, которых я с удовольствием представляю. Это Анвар Галиев, доктор исторических наук, профессор, Институт международных отношений и мировых языков. Нурлан Атыгаев, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и этнологии имени Тюкана Валиханова. И Канат Ускинбай, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории и этнологии имени Валиханова. И, как обычно, мы посмотрим небольшой сюжет, посвященный теме нашего заседания. В этом году наша республика готовится широко отметить 550-летие со дня образования казахского ханства. Эта дата, уверены историки, очень значима для всей страны. И каждый из нас должен получить для себя новые знания и по-новому взглянуть на эпоху становления казахской государственности. До последнего времени в обществе не утихали споры относительно даты возникновения казахского ханства. Однако теперь, как считают историки, в этом вопросе не должно быть никакого разночтения. Единственной и достоверной датой образования казахского ханства нужно считать 1465 год. Впервые об этом было упомянуто в труде Тарихи Рашиди средневекового историка, правителя Кашмира и полководца Мирзы Мухаммеда Хайдара Дулати. Мухаммед Хайдар Дулати, по большому счету, является свидетелем, очевидцем тех событий. Вот в этой книге автор пишет, что казахское ханство было образовано в 870 году по календарю хиджры. Когда перевели на современный календарь, ученые обнаружили, что это 1465 год. Другого источника по истории возникновения казахского ханства нету. Но поскольку в той книге Мухаммед Хайдар Дулати писал, что истину знает один Аллах, ученые стали допускать разные версии о дате возникновения ханства. Как считают ученые, важным событием, ставшим определяющим в образовании казахского ханства, стало время откачевки близродственных султанов Керея и Жанибека на территории западного Могулистана в Жетысу. Это произошло во второй половине 1450-х годов, когда часть кочевого населения во главе с султанами отделилась от правившего в Деште Кипчаке Шайбанида Абул-Каира и откочевала в западный Могулистан, обосновавшись в долинах рек Чу и Козубаши. Хан Могулистана Сенбуги вступил в союз с ними, рассчитывая на их поддержку в борьбе со своими противниками. Около 200 тысяч кочевников, страдавших от бесконечных феодальных усобиц и войн Абул-Каир-хана, сгруппировались вокруг Жанибек-хана и Керей-хана. Каждый преследовал свои цели. Моголистанский правитель хотел таким образом создать буферное государство, которое приняло бы на себя, в случае чего, первый удар от Абул-Каира. А Керей и Жанибек, пользуясь вот таким моментом, создали свое государство. Недовольным остался, естественно, Абул-Каир. А Абул-Каир, хан, умер в 1468 году, через 3 года. То есть он не смог восстановить статус-кво, вернуть к себе Керея и Жанибека. У него не было ни времени, ни возможностей, ни сил, и он умер через 3 года. Жанибек и Керей являлись потомками Чингисхана, и каждый имел право занять ханский трон. Но по праву старшинства трон занял Керей. После его смерти власть перешла к Жанибеку. Образование казахского ханства стало продолжением истории развития и функционирования таких государств, как Золотая Орда, Ак-Орда и Могулистан. Казахское ханство появилось здесь как правопреемник и сахского государства, и тюркского государства, и кипчакского государства, и монгольской улусной системы. Наши правители, наши предки сумели укрепить государство, ханство до такой степени, что мы в XVIII веке выдержали годы Великого бедствия, джунгарское нашествие, хотя потеряли 2/3 своего народа. В XVII веке историки говорят, население казахское составляло 2 миллиона человек. От 200 мы выросли до 2 миллионов, то есть 10-кратное увеличение произошло.
Наибольшего могущества казахское ханство достигло в первой четверти XVI века в период правления хана Касыма, являвшегося сыном Жанибек-хана. В этот период формировались свои атрибуты, характерные для кочевых объединений – судыбиев, налоговая система, а также были расширены границы казахской земли и установлены дипломатические связи со многими государствами. Как отмечают историки, уже через 2 века после своего образования о могуществе казахского ханства было известно не только на Востоке, но и на Западе. Одним словом, образование первого ханства стало крупной вехой не только в истории казахского народа, но и в истории всего Евразийского континента. Поэтому предстоящий юбилей казахского ханства – это прежде всего отражение преемственности для казахстанской молодежи и знак того, что нынешнее поколение просто обязано сохранить накопленные знания, традиции и обычаи родного народа уже для своих потомков. Итак, в этом году наша страна отмечает юбилей 550-летия казахского ханства. И основной источник, на который опираются наши историки, это труд Тарихи и Рашиди Мухаммада Хайдара Дулати, в котором повествуется о том, что в 15 веке произошла откачевка на территории современного Жетусу некоторых казахских племен под руководством потомков старшего сына Джучихана Орда-Эджена Керея Джанибека. И впоследствии, в результате многих коллизий, они и стали в основе казахского ханства. Давайте поговорим об этом, потому что существует достаточно много трактовок. Итак, какова источниковая база формирования всего блока документов, посвященного образованию казахского ханства? Прежде всего, надо отметить, что впервые история казахского ханства в цельном виде, вот на тот момент, на 19 век, была отражена в работе Вильямина Зернова «Исследование о касимовских царях и царевичах», где была показана история казахского ханства 15-17 века на основе впервые привлеченных восточных источников. И в частности, одним из таких впервые переведенных на русский язык источников был труд Мирза Мухаммада Хайдара Дуглата «Тарихи Рашиди». И в этом труде впервые говорится о событиях на территории современного Казахстана 15-го, начала 16 века. И вот Мирза Мухаммад Хайдар сообщает, что в 870 году хиджры Керей Джанибек, возглавив ряд подвластных племен, создали казахское ханство. 870 год хиджры, это по нашему летоисчислению август 1465 и август 1466. То есть год хиджры у нас распадается на 2 современных года. И вот этот источник конкретно указывает, что начало казахского ханства нужно датировать именно в 870 году. Но дело в том, что ведь существуют разные точки зрения на этот вопрос. Вот я просто приведу пример, когда, допустим, известный казахстанский археолог Кемаль Акишев считает, что началом сложения узбекской и казахской государственности считает время образования ханства Абулхаира. Ну, Абулхаира Великого, во время которого происходили эти события, да? Но есть и другие построения, в частности, вот, допустим, Тынышпаев считает, что необходимо образовывать казахское государство с момента откачевки, ну и так далее, и так далее. Ну, вот, что еще мы можем об этом говорить? Можем ли мы говорить только об одном источнике, в котором говорится об образовании казахского ханства? В данном случае речь идет об источнике, который фиксирует какую-то дату. А то, о чем говорит Кемаль Акишевич, например, и другие исследователи, они просто кладут в основу этого события ну, какой-то принцип, да, скажем, образование ханства Абулхаира, которое разделилось потом на 2, да, скажем, таким образом. То есть можно положить любой другой принцип. Многие наши исследователи, считая, что раз Керей и Джанибек происходили из золотого рода, из рода Чингисхана, то можно казахское ханство возводить непосредственно к Чингисхану, а самого Чингисхана даже считать казахом. Да? То есть каким образом, кто, видимо, исходя просто из этих принципов. Да. То есть мы можем говорить о том, что источников достаточно много. Есть и восточные рукописи, есть российские рукописи, китайские и прочие, которые фиксируют некий процесс, который происходил
на обломках Золотой Орды периода Абулхаир-хана. Так Да, ведь? да. В разный период истории Казахстана разные группы источников начинают превалировать. Если, допустим, ранний период китайские источники, так скажем, раннее средневековье, арабоязычные источники, да, то уже, так скажем, в постмонгольский, послемонгольский период главное значение приобретают именно персоязычные и тюркоязычные источники. Источники, которые были созданы на территории сопредельных с Казахстаном стран Средней Азии, Хорасана, Ирана современного. Да? В этих странах создавались исторические сочинения. Это шейбанидские, до них тимуридские исторические сочинения. В этих сочинениях так или иначе отражена история Казахстана этого периода. И то, что, допустим, в сочинении Тарихи Рашиди указывается конкретная дата образования казахского ханства, и только этот источник у нас в нашем распоряжении, который сообщает об этой дате, конечно, мы не можем перепроверить именно эту дату на основании сопоставления с другими источниками, но можем перепроверить ход политической истории, ход этнополитической истории с сопоставлением с другими группами источников. Допустим, о том, что образовалось ханство Абулхаира, его смерть, допустим, попытки подчинить присредоринские города. В это время другие источники, например, Бахр-аль-Асрар Махмуд ибн Вали сообщает о том, что казахские султаны, ханы Кирей и Жанибек начинают проявлять недовольство. То есть вот эти как бы предпосылки, они в других источниках также отражены, в персоязычных и тюркоязычных. Кроме того, есть источники, допустим, европейского происхождения, это и англоязычные, допустим, записки путешественников английских, которые приходили в московское государство. Есть русские источники, которые фиксируют у себя в своих документах факт образования нового политического объединения, то есть казачья орда или казахское государство. Этот как бы факт фиксируется. Другое дело, конечно, мы не можем точно с уверенностью говорить, что вот в 1465 году можно говорить. А вот давайте, чтобы было понятно нашему зрителю, я вдруг неожиданно пришел к осознанию того, что из себя представляла тогда территория Казахстана. Вот Абулхаир, он чем управлял? Какой территорией, какие племена, народы входили и как они себя называли тогда? Или как они фиксировались в исторических источниках? Можем мы об этом сказать? Потому что она же не совпадала с территорией современного Казахстана, Узбекистана, там, Российской Федерации и прочим. Ну, здесь надо отметить, что часто вот в исторической литературе, современной особенно, идет смещение понятий, терминов. Вот термин узбекский улус, который относится еще к периоду Ак-Орды и характеризует государство Урус-хана, то есть ордаидов, да, на территории Казахстана, трактуется так же, как и ханство Абулхаира. Часто вот понятие ханства Абулхаира, то есть такой условный термин, введенный Ахмедовым, государство кочевых узбеков, сопоставляет именно с термином узбекский улус. На самом деле узбекский улус намного шире. И исследователи многочисленный раз отмечали, что ханство Абулхаира не охватывало всю территорию узбекского улуса. То есть на территории узбекского улуса шла борьба Шейбанида Абулхаир-хана с другими джучидами. Том же Кирей Джанибеком, теми же Махмуд Султаном и другими. То есть мы можем говорить, что вот эта вот огромная территория, в которую входила часть Казахстана, допустим, междуречье Волги, Урала, часть Северного Причерноморья, да? Ну, естественно, и прилегающие к ним территории, это был узбекский улус, да? Ну, узбекский улус уже в 14-15 веке это в основном территория современного Казахстана. Ограничивается. Да, за исключением, конечно, Джетсу. Вот, то есть, мы там был Могулистан. Да, он именуется Узбекистаном. Вот, допустим, Мирза Хайдар, тот же автор, говорит, что граница между Узбекистаном и Могулистаном проходит по Балхашу. Да? Вот, Балхаш, Синее море, это граница между двумя странами. То есть и Могулистан это тоже территория, подвластная потомкам. Да, Чингисхана, Чагатаида. Это другая ветвь, Чагатаида. Да? Чагатаида, восточная ветвь Чагатаида. А Узбекистан – это современная территория Казахстана, за вычетом именно его юго-восточной части. И вот на этой территории Узбекистана в тот период было несколько правящих династий. Мы знаем, что там правил Абулхаир. Но он правил в Западной Сибири и постепенно расширял свою территорию за счет завоевания чужих территорий, не своих. То есть, скажем, территория, где правили золотоордынские ханы, территория, где правили Кирей и Джанибек. То есть он присоединял эту территорию на протяжении всего своего правления. И вот, допустим, те же средневековые нарративные источники, они
повествуя, когда история этого периода, они пишут, допустим, был Чингисхан, он умер, пришел Джучи, Джучи умер, пришел Бату, потом там Берке и так далее, и так далее. И как бы они продолжают эту канву, они не говорят, был Урусхан, потом был, допустим, Куйурчук, потом пришел Джанибек, потом пришел Касым и так далее. Они вот эту канву династийную не прерывают, не показывая, что было вот Монгольская империя, потом была Золотая Орда, потом было ханство Абулхаира, потом было Казахское ханство. Для них это было все как бы одна линия, единое образование. Которое постепенно распадалось. Да. Ну, условно говоря, наследников становилось много, да? География детерминировала обособленность отдельных регионов, и происходил распад огромной империи, да? Да. Ну вот да, для именно вот приграничных восточных, допустим, историков, тех же Шибаницких и тех хроникеров, да, они писали об этой территории как о наследной части Джучитского улуса. То есть, допустим, казахский хан Хасым, он был вторым после Джучи хана великим государем. Они не говорят про казанских ханов, не говорят про крымских ханов или про сибирских. То есть, как бы основной массив был сосредоточен здесь. То есть мы можем говорить о том, что происходит процесс распада, дальнейший процесс распада, в том числе уже государства Абулхаира. Потому что лет за 50 до этого, по-моему, произошло отделение мангытов, если я не ошибаюсь, если вспомним эпос об Эдиге, да? Которые формально стали, формально подчинялись, да, насколько я помню? 40 лет правления Абулхаира – это 40 лет непрерывной борьбы за попытку объединить вот эту степь, и она не могла распасться, потому что она как бы не сложилось до конца в какое-то государство сильное, сколько-нибудь, которое могло бы существовать. Поэтому... То есть в данном случае тогда, как я понимаю, идет дальнейший процесс распада, ну, условно говоря, кочевой империи монголов. И он продолжается несколько веков. И вот один из осколков, который должен был сложиться как государство Абулхаира, да, и его потомков, он тоже распадается, и часть из него откочевывает на территорию Могулистана современного. А я вам по-другому предложу. Да? Ситуация, так скажем, на мой взгляд, на взгляд моих коллег и моих, так скажем, наставников, несколько иная, в плане того, что здесь существовало государство. Вот Улус Джучи. На его базе формируется Ахорда. И вот эта Ахорда, она существует здесь 14 век, начало первой четверть 15 века. В результате смут, там, мангыты отделяются и так далее. На севере, воспользовавшись этой неурядицей, к власти приходит Абулхаир. И он, придя к власти, начинает расширять свое владение. И, так скажем, теснить будущих казахских ханов и их предков, да, в частности, допустим, Джанибека и Кирея, дальше на юг. Они откачевывают, теряют какие-то... И вот, расширяя свою территорию, он их вынуждает не отделяться, а оставить свои земли и уйти в другой регион. Вот примерно сегодняшняя концепция вот так. Примерно такая. Да, да, то есть откачевка происходила не из территории ханства Абулхаира или государства Кочевой Узбек, а из территории узбекского улуса. То есть, еще Семенов, Иванов, все они отмечали, что шла борьба Джанибека и Гирея и с Шибанидом Абулхаиром. И эти же ученые еще в 50-е годы 20 века отмечали, что Абулхаиру так и не удалось подчинить Гирея и Джанибека. И они ушли из территории своих присырдынских городов, которые постепенно Абулхаир начал захватывать и захватил фактически. И они вынуждены были под давлением Абулхаира уйти в Джитсу, то есть Моголистан. Но тогда возникает другая трактовка, которая родилась у меня по ходу нашей программы. Может быть, это было действительно территория Казахстана в силу там, географии, экономики и прочих. Она неминуемо должна была быть объединена, но под властью либо Абулхаира и его потомков, либо потомков Джанибека и Кирея. То есть они, Джанибек и Кирей, были вытеснены, но потом вернулись и восстановили то государство, которое должно было возникнуть. Так я понимаю, да? То есть они восстановили статус-кво как бы. Понимаете? Вот, допустим, самый яркий пример правления Урусхана. Урусхан – предок казахских ханов. Он правил на этой территории, и он умирает, правит его сыновья, правит его, допустим, Куйурчук, сын, правит его внук Барак. И Барак говорит: Сыгнак – это мой город, здесь мой дед Урусхан воздвиг постройку, и эта территория принадлежит мне по праву. Хотя там Улугбек ее при Тимуре, благодаря своему деду, забрал. Так вот, Барак претендует на эту территорию. Барак умирает, к власти приходит Куйурчук.
Он умирает в 28 году, 1428 году. Согласно, мы не можем говорить, что именно в 28 году Джанибек пришел к власти, но мы предполагаем, что он уже в это время мог прийти к власти. И с 28 года по 65 год, то есть Джанибек и Кирей, они были ханами. И когда источники пишут о Джанибеке и Кирее, они не отделяются от Абулхаира, а они как ханы, не желая подчиняться, уходят, не подчиняясь, откачевывают на другую территорию. То есть мы могли взять и эту дату в качестве основания казахского ханства, да? Ну, тут опять-таки сложно сказать, потому что в 1428 году, допустим, Барак умирает и приходит Джанибек к власти, да, условно говоря, но Барак тоже может считаться тогда таким же казахским ханом, и его дед Урус-хан тоже может считаться таким же казахским ханом. Другое дело, что они назывались узбеками, а эти уже называются казахами. Вот. И получается тогда интересная картина, что шел процесс определенный, исторический процесс. И мы берем определенную дату, зафиксированную у Дулати, и считаем ее основанием. Можем ли мы здесь говорить о том, что когда существует исторический процесс, можно взять любую произвольную дату, символическую, да, и считать ее основанием ханства? Это же в истории других государств так же и было. Тут, наверное, было как бы такой венец, так сказать. Да. Вот как бы этнический, политический процесс, он шел весь XIV век. И вот эта территория, она была всегда гомогенной, такой, единой, сплоченной. И вот этот процесс, он шел к тому, чтобы завершиться образованием какой-то вот общности, которая бы вылилась в последующем в народность, да, и образованием у этой народности своего государства. И вот... Да, и мы берем какую-то историческую дату, она наиболее яркая, да? Да. Она зафиксирована в источниках. В чем дело? Ну, вот, в источниках Барак, то есть потомки Барака, Кирей и Джанибек, они упоминаются как хан. Но мы не можем их говорить, что у них было конкретное государство, потому что мы пока не видим этой завершенного формы государства, скажем, той формы. Даже вот в китайских источниках, которые сейчас вводятся в исторический оборот, Минжилу, в частности, говорится о Кирее и Джанибеке, как о правителе какого-то владения. То есть это небольшое на тот момент, конец 15 века, вот, то есть не конец, а 50-е годы, 40-50-е годы 15 века, и они упоминаются как правители какого-то владения в Присердечном регионе. Эта дата, она, видимо, соответствует просто другим каким-то параметрам, потому что она совпадает и с появлением этнонима уже казах, да? То есть в первоначальной форме узбек-казах, да? Вот, ну, если мы возьмем более раннюю дату, там еще этнонима казах как бы нет. То есть, да, эта дата, она соответствует и откачевке, да, и появлению нового государственного образования, и появлению начала складывания нового самосознания, да? Да. То есть вот эта дата поэтому больше всего и подходит. Она больше подходит, да. да. Ну, замечательно. Но тогда у меня возникает вопрос. Вот вы, Анвар, хорошо подняли вопрос еще один. Джанибек и Кирей берут часть племен, ну, условно говоря, да, тоже сложный процесс, и уходят на территорию современного Жетысу, Могулистан, где им предоставляется часть территории. И они начинают там формировать, вернее, продолжать свою государственность. Но вот они уходили как узбеки же. А откуда возник термин казах? Каким образом, значит, вот термин казах тоже проводит эволюцию? Он впервые встречается в IX веке, если я не ошибаюсь. Вот каково значение было казах тогда? Ну, вообще, наш казахстанский востоковед Юрий Алексеевич Зуев, у него есть работа прекрасная, которая посвящена вообще проблеме этого института казак. Он считает, что само слово казак, оно относится к институту казакования и восходит к древней традиции инициации, когда часть юношей какого-то народа уходила на границы государства и должны были выполнять какие-то разведывательные функции, скажем, или оборонительные функции. Ну, такой институт известен очень хорошо, например, у спартанцев, чьи юноши нападали постоянно на илотов, то есть они воспитывались, проходили обряд инициации. Этот институт можно зафиксировать везде. И поэтому это с понятием казак или вот эти юноши, ушедшие на границы, связываются такие понятия, как холостой, например. Да? И, кстати, с понятием холостой связаны и казаки украинские, козаки, да?
вот почитать только Тараса Бульбу, там они женщин не пускали на территорию Запорожской сечи. Да? То же самое, например, на Балатоне существовали и казаки венгерские, и которые именовались тоже понятием «холостой». И с понятием «холостой» легенды и мифы связывают само зарождение понятия казак и казахов, да, то есть легенда о Балашхане и так далее, они постоянно акцентируют внимание на то, что эти люди были холостые. Когда они уходят, вот эти казачьи, так скажем, вольницы, да, они же не занимаются ничем, кроме того, как ведут военную деятельность, да, допустим, там, охраняют, разведку ведут, там, нападают и так далее, иногда грабят, и занимаются разбоем. Вот. Эти люди живут за счет этого, и их юрты, они не готовят еду, и они остаются чистыми. И Юрий Алексеевич Зуев говорил, что это белодомовые юрты, акуилю, как бы отсюда и акурда. То есть они жили как бы в белой ставке, в чистых ставках. Они не задымленные были. В принципе, казак и казакование возникает раньше, чем казахский народ, например. И они могут возникать в разных регионах Евразии, да, то есть этот термин возник намного раньше. Тут нужно разделять, собственно, само понятие этническое казак и социальный казахи. Да. Казакование – это как социальный институт, как раз-таки был известен, как вы говорите, с IX века, и он, раньше, он фиксировался в источниках, и это слово есть. Исследования о термине, социальном термине казах очень многочисленны, там есть исследования. Чтобы зрители поняли, этот термин еще не этнический, да? То есть это способ ведения, там, скажем, хозяйственной деятельности, социального или образ жизни, который говорил о том, что это холостые мужчины, которые геройствуют, да? Как в определенной мере. Часть жителей Узбекистана, это сегодняшний Казахстан, чтобы не путаться, да? В тот период назывался Узбекистан. И вот часть этих жителей, тогда именовали своих все узбеками, они уходят с этой территории, с территории Казахстана, да, и ведут казачий или вольный образ жизни. И вот эти узбеки, их этнополитическая общность, они называются узбеками. И вот эти узбеки ведут вольный казачий образ жизни. Узбеки-казаки. И употребляется термин, они казаковали еще в источниках, так? Вот. И вот два, допустим, казахташи, Жанибек и Кирей ведут такой образ жизни. Здесь может быть и другое вот такое толкование, что термин, то есть казах, да, он не связан именно с личностью Кирея и Джанибека. То есть мы знаем, что процесс перекочевки под власть Кирея и Джанибека был длительным. То есть фактически, вот как только Кирей и Джанибек обосновались на территории Жетису, к нему начали переходить другие племена из узбекского улуса. И казаками в первый момент могли называться не просто первые подданные Кирея и Джанибека, то есть которые с ним откочевали, а те, которые ушли уже от Абулхаира. То есть те узбеки, которые решили уйти от власти Абулхаира, а тем более потом после смерти Абулхаира от его, на самом деле, бездарных потомков, скажем, на тот момент. По идее, любая группа, которая уходила из своего государства, от своего племени, она могла называться казаками, да? Казах. Ну, казах это и есть казак, да, то есть по-русски неправильно звучит. То есть они прекращали отношения с этим институтом кочевого государства. Поэтому казаки могли быть и славяне, и русские казаки, и украинские казаки, и тюркские казаки. Они показаковать и вернуться обратно к себе и перестать быть казаками. Вот такой переходящий. То есть он показаковал, перестал быть казаком. То есть, условно говоря, теперь мы можем сказать, что до откачевки Джанибека и Кирея казаки, это, ну и после нее, кстати, за исключением вот этой группы людей, это институт свободных людей, которые занимаются там... Переходный возраст какой-то там, да, чтобы стать то есть они геройствуют, казакуют. Но вот теперь мы посмотрим. Джанибек и Кирей, к ним присоединяется все больше и больше племен, которые выходят из разных улусов, да? Ну, преимущественно из улуса кочевых узбеков, так я понимаю, да? Из узбекского. Из узбекского улуса. И их, чтобы отличать, стали называть узбек-казаки. Да. Но потом постепенно отличие превращается в этнический. Да, то есть сначала получается как бы политическое формирование, политическое понятие подразумевает, что узбеки и казахи это отдельное политическое образование. А постепенно и это политическое образование начинает воспринимать, что это население, отдельный этнос этого. И когда Кирей и Джанибек уже в 15 веке расширяет свою власть на территории уже обратно узбекского улуса, то есть уже происходит
смена понятий. А вот с уходом Мухаммеда Шейбани уже на территорию Средней Азии, то есть здесь остается только доминирующим термин казах. То есть, а что здесь получилось? Вот чтобы было понятно зрителям, Керей и Джанибек и их потомки возвращаются на территорию Улуса, да? Там вот смотрите. И они вытесняют оттуда оставшихся кочевых узбеков, которые во главе с шайбанидами уходят на территорию вот Маверенахра. То есть, есть две группы узбеков, которые были, так скажем, подданными Абулхаира, шибанидов, и их называют узбеки-шибаниды, да? Есть узбеки, которые казахам подчиняются Кирею и Джанибеку, их называют узбек-казахи. И вот когда узбек-казахи расширяются, возвращают себе территорию, которую правили они или их предки, узбеки-шибаниды, они уходят не к себе, допустим, на север, там уже делать нечего, они уходят в более выгодные для них экономические районы, в Среднюю Азию. А на севере кто находился там? На севере также продолжали жить кочевые племена различные, да, которые последующие составили сибирское ханство. Татарское сибирское ханство. Вот. И там правили, допустим, и последующим Кучум там правил, да, то есть как бы там линия продолжалась шибанидов. Но и эти шибаниды уже как бы потеряли свои связи, и, укрепившись здесь, но здесь им не давали казахи возможности закрепиться, они вынуждены были откочевать в южный регион и забрать с собой вот этот узбек-шиба термин туда. А узбеки-казахи, вернувшись на территорию степи, оставили за собой термин казахи, а термин узбеки ушел на территорию современного уже Узбекистана. Вот происходит вот такая вот трансформация этих терминов. С другой стороны, как бы тут не сильно разработан вопрос о том, почему так быстро, допустим, за казахами Керей и Джанибека закрепилось вот это слово казахи. Как бы были все до этого казахи, было много, и Тохтамыш тот же, и другие, они вели казакование, да, но именно за подданными Керея и Джанибека закрепилось именно вот это вот прозвище, да, имя. И есть данные о том, что, допустим, предки Джанибек хана, Барак хан, да, его владение в одном источнике именуется казахским юртом. Это 1420 годы, то есть до образования казахского ханства, до появления этнонима казах, владение Барак-хана, отца Джанибек хана, именуется казахским юртом. Отец Барак-хана, то есть дед Джанибека, Куйрчук, правитель Акорды, он ведет свободный, вольный образ жизни, казакует. Потом Тимур его ставит ханом в сарае, но до этого он как бы казаковал. Вот с одной стороны такое есть предположение, что именно вот за этой линией потомков Урус-хана, Кюрчуком, Бараком, Джанибеком постепенно утверждается этот термин. И когда уже Джанибек хан откочевал, он уже утвердился в этом понимании окружающих, что он сам казак, его отец казак, его дед казак, и вот они все казаки основывают казахский улус. Ну, это достаточно интересно. Вот теперь вы подняли еще один вопрос. Вопрос генеалогии, так скажем, ханов. Вы, Анвар, вы говорили о том, что, допустим, все они являются потомками Чингисхана. Исходя из этого, некоторые наши историки говорят о том, что казахское ханство и ханство Чингиса являются одним и тем же. Но мы же знаем, что, так скажем, генеалогии правителей могут быть и часто всегда это пришлые люди, так ведь? Или здесь что-то произошла какая-то коллизия? Ну, в принципе, просто здесь интересно то, что вообще к настоящему времени из многочисленных потомков Чингисхана, из тех родов, которые он ставил править в разных странах, в Китае, там, в Иране, да, по всему миру, фактически почему-то осталась, до нас дошла только одна линия, это именно казахская линия чингизидов. Остальные куда-то растворились, да. Вот это поразительно. Поэтому вот этот момент, он, возможно, и дает нашим некоторым товарищам. Монголы здесь остались до конца. Да, некоторые наши вот эти люди, о которых вы говорите, это дает им право, как бы, или основание говорить о том, что что Казахстан это и есть наследник этой великой империи, потому что только здесь чингизиды остались. Но здесь я просто хотел сказать, что Канат здесь на самом деле поднял несколько таких важных вопросов, и это вопрос о самом казахском государстве. Да? Многие понимают это государство как некий такой, кочевой конгломерат, да? А на самом деле, и вот мы сталкивались уже на конференциях, что не все знают, что в казахское ханство входили и города. И понятие вот этническое казах
которая закреплялась за кочевниками, и города, которые входили в состав казахского ханства, там люди назывались по-другому, сарты или еще как-то, да, но все это, то есть Казахстан уже изначально был полиэтническим и имел в своем составе города. Вот, то есть, мультикультурно, да, как мультикультурно, да. То есть эти города существовали. Раз они, допустим, говорится о том, что Джанибек и Керей определяли их границы, допустим, Южным Казахстаном хотя бы, ну это страна городов. То есть более 30 городов в составе казахского ханства, это вполне прилично, да? То есть чтобы можно было говорить, потому что это не чисто кочевое образование. Конечно, да? мы очень много говорим о кочевом государстве. На самом деле казахское ханство это все-таки симбиоз и кочевой, и оседлый культуры. Мы только Рузбехан говорит о 30 городах на Присадарье, да? Поздние источники говорят, что у Таукихана было 32 городов. Еще у Касымхана некоторое время на западе принадлежал Сарайчик, город. На востоке был город Аспара. То есть на всей территории современного Казахстана была городская культура, которая постепенно спадала. Действительно, она роль теряла. Уже к 18 веку она потеряла свою роль. Ну, там в этом сыграли большую роль какие-то исторические события, исторические кризисы. И с самого образования казахского ханства у него было уже множество врагов. Не начиная от Христофор Колумб сыграл. Христофор Колумб сыграл в этом большую роль. А кроме того, еще и джунгары появились сразу как угроза. С момента образования казахского ханства они уже существовали как угроза, да? И до момента прекращения существования. Джунгары почему воевали? Они воевали с казахами за их города. Кстати. Воевали с казахами за города, которые якобы у казахов не было. Правильно? Тогда зачем с казахами воевать? Идите воюйте со Средней Азией, если вам нужны города. Они воюют с казахами. Джунгары начали воевать еще с Абулхаиром, насколько я помню. Они нанесли ему очень хороший иратские племена, которые еще, так скажем, не оформились в джунгарское ханство. Видите, мы говорим о городах, говорим, что там сад, в основном, источники фиксируют, что там находились и казахи в этих городах. Да. Но для управления этих городов нужен был какой-то аппарат, который и в том числе и армия. Хан опирался на казахов, как на совокупный какой-то аппарат государственный, о чем говорит Крадин, да? То есть, что понятие этнос может совпадать с понятием класс. В данном случае казахи выполняли роль такого класса, какого-то аппарата принуждения, войска, да, по отношению к городам. И там существовал аппарат управления. Там, например, русские источники говорят, что Таукихана в Туркестане, с ним было в городе до 1000 душ мужского и женского пола. То есть это какой-то определенный. Есть и жетаки всякие. Да, но это... этот вопрос вообще не исследован, изучение аппарата государственного, аппарата управления городами. Нам нравится быть кочевником. Да, просто нравится быть кочевником. Мы ушли от вопроса. Допустим, были исследования по присырдарьинским городам, монографии, как я помню. По городам Центрального Казахстана была монография. Интересную вещь я скажу. Вот я не так давно опубликовал статью, посвященную символам государства. И постарался привести доказательства о наличии в казахском ханстве таких символов власти, как трон и корона. То есть и фольклор, и письменные источники, и восточные, и русские источники. И иллюстрации многочисленные. Но на что один исследователь, который занимается историей казахского ханства, мне прямо сказал, этого не может быть, потому что казахское ханство – это кочевое государство. Хотя сама же в этом писала, что казахи владели Туркестаном и Ташкентом около 200 лет. Потом уже атрибуты существовали, даже в империи Чингисхана, мы помним. Конечно, здесь же мы и наличие трона, и золотой юрты. Да. Это преемственность. Именно мы здесь должны обращать. Когда мы говорим о казахском ханстве как о государстве, мы должны понимать, что это правопреемник предшествующего государства. И что оно заимствовало многие формы оттуда. Кстати говоря, монголы и заимствовали многие формы у предшествующих тюркских государств. То есть они опирались на мощную государственную традицию. Вот поэтому и говорим о преемственности государственности. Но, кстати, почему-то вот этот тезис о том, что казахи происходят от монгол, хотя и забываются при этом великие тюркские каганаты, которые по размерам и по влиянию они мало чем уступали монгольскому. Где был тюркский каганат, в каком периоде? Там идет как бы привязка к географии другая, да? Потому что тюрки формировались на территории современной Монголии. Но поэтому мы, наверное, и говорим о том, что происходит движение племен
и различных народов с востока на запад, с запада на восток. И часть казахских племен нынешних, они входили в состав других народов. Так ведь? И монголов. Сегодняшний казахский этнос, да, так скажем, традиционный этнос, да, грубо говоря, который состоит из родов и племен среднего, младшего и старшего жужев, он в большей своей массе пришел с территории Монголии вместе с монголами Чингисхана. Это тюрко-монгольские племена, которые составляли костяк армии Чингисхана, которые пришли сюда, на территорию, в которой жили кыпчаки и канглы. Сегодня кыпчаки и канглы – это, так скажем, незначительный процент от основной массы казахского населения. Основная масса – это, так скажем, все эти племена младшего, среднего, старшего жужа, они перекочевали на территорию Казахстана вместе с монголами Чингисхана. Другое дело, что они были монголами, кто-то из них был тюрком и так далее. И вот этот котел общий монгольской улусной системы, он привел к образованию именно всех этих народов, о которых мы говорим, на территории всей Евразии. Но я встречал тезис о том, что до монгольского завоевания на территории Казахстана шел процесс формирования народности. И не только на территории Казахстана. Это наш, так скажем, советский тезис казахстанской историографии, что кыпчакская народность сформировалась, и монголы ее как бы приостановили. Автохтонизм. Да. Так скажем, мы не... Мне как, допустим, Кыпчак очень лестен. На самом деле, все-таки, народ-то никуда не уходил, этнос-то здесь оставался. Дело здесь просто то, что многие племена, которые пришли в Монголию, а их по сравнению с местным населением было значительно меньше. Они просто принесли с собой те наименования, которые существовали у них раньше. То есть, хотя вот кыпчаки и канглы, вот эти они сохранили, но вот другие племена, которые... например, они послужили как бы мясом для новой политической системы. То есть в данном случае мы можем говорить, что часть племен, которая пришла с Чингисханом, дала свое название подчиненным местным образованиям. Да? Процесс Монгольской империи как происходил? Чингисхан завоевывает племя, чтобы оно дальше не поднялось вновь против него, он его дробит на десятки, сотни, тысячи тумен. И вот когда он дробит эти племена, они оказываются в разных десятках, сотнях и так далее. Вот казахи единственный народ, у которого существует 3 жуза. И по семантике, вернее, по названиям очень есть, допустим, старший жуз, говорят, средний жуз и младший жуз. Это правильно или есть другое толкование? Есть структура казахского ханства, есть структура казахского народа. Да? То есть казахи включают не только 3 жуза, но и, которые объединяются в понятие карас-як, да? Но и есть еще и аксу-як, которая включает в себя потомков Чингисхана и потомков арабских ходжа. То есть потомки арабов, либо связанных с ними каких-то групп. Да? То есть это уже 2 группы. И кроме того, есть еще и группы, которые не входят ни в ту категорию, ни в это, тулингуты и другие. Да? То есть а в казахское ханство, помимо этого, входили еще и сарты и так далее. То есть и опять намного все сложнее. То есть о чем мы говорим? О казахском народе, о казахском ханстве. И давайте теперь о жузах поговорим. А если говорить о жузах, то есть, конечно, опять же, много теорий о том, что жузовая система, она восходит, опять же, к древним институтам, к институту облавной охоты, да, к военным действиям, это левое и правое крыло и так далее. А есть и другие теории, например, я, связываю это с тем, что на территории Казахстана осталось как древний реликт или какая-то модель мира, модель общества, о том, что каждый жуз, вообще сами казахи связывают понятие жуз 3 функциями. Да? Производительный, то есть старший жуз, сакральный средний жуз и младший жуз воинская. Да? И вот эти 3 функции еще французский исследователь Дюмизиль, он на этих 3 функциях строит само понятие модели индоевропейских народов. А известно, что на территории Казахстана жили сакские племена, индоевропейцы, и вполне может быть, что, и доказано, что у них существовала эта модель, и эти понятия связывались с 3 группами общества, с 3 варнами, да, и вот это понятие, оно могло перейти через века, то есть сохраниться как идеальная модель общества у казахов. Историки Казахстана не располагают конкретными источниковыми данными о том, почему казахский народ состоит из 3 жузов, о том, когда эти 3 жуза возникли на территории Казахстана и почему они так называются. Это первое. Да? А
дальнейшее все это строится на сопоставлении фактов, сопоставлении, так скажем, исторической традиции, то есть это ранних каких-то предшествовавших кочевых объединений, где были там такие тройственные объединения, да, допустим, Зуев очень много таких примеров привел, где он говорил о том, что это надо говорить не средний, младший и старший, а центральный, там, допустим, правый и левый джузы, да, то есть как бы исходя из этого, то есть потом раньше, допустим, говорили, что джуз это арабское слово часть, да, допустим, а потом казахские историки сказали, что джуз это 100. Вот, и с этим согласуется и легенда. То есть все построения казахских историков, они строятся на предположениях, гипотезах и догадках. Вот. Другое дело, что часть из них аргументированы, какие-то не аргументированы. Но мы можем точно сказать, что уже, допустим, в конце 16 века на территории Казахстана, вот Нурлан подтвердит, да, у нас зафиксировано письменно, что в Казахстане у казахов существовал ЗУС. Я бы вообще здесь хотел бы акцентировать внимание на том, что все-таки история казахского ханства, несмотря на то, что она 200 лет уже изучается, минимум 200 лет, скажем, да, начиная с Вильяминова Зернова, скажем, Чоканова Алиханова, Левшина, да, какой-то части, она все идет, до сих пор идет все-таки на накопление материала. Сейчас новый материал, сейчас Тулебаева, Жолдус Мусаевна введены новые источники, в котором говорится, что вообще джузы относятся к 16 веку, то есть первое упоминание. То есть мы вообще идет вот это накопление материала исторического, на самом деле, хотя и даже с другой стороны, то, что мы говорим, да, вот источники введены, но надо посмотреть, насколько они введены, насколько это правильный перевод. Даже вот Тарих и Рашиди, когда мы переводим, да, как бы самый важный для нас отрезок, вот этот цитата, да, формировать, связанный с казахским ханством, да, вот это образование казахского, оно, к сожалению, тоже неправильно переведено, потому что вот у нас говорят, вот правление казахских ханов началось с 870 года хиджры. Но там в персидском оригинале стоит даулят. И совершенно правильно будет его переводить, что начало государства казахских султанов началось с 870 года хиджры. То есть даже вот, и это говорит о том, что в представлении самого Мухаммеда Хайдара казахское ханство это было государством, потому что даулят это персидское наименование государства. Даулята Кызылбаш говорят, сефевидское государство, даулят. Везде упоминается даулята Могул, могольское государство. И видите, вот тот же период. И там, например, в переводе узбекских ученых, там говорят, то есть образование казахского ханства произошло, но откочевали в сторону реки Чу. На самом деле в оригинале нет там понятия реки. Там есть бетарафет Джу ва Хозабаши. Многие проблемы – это недостаток источников их понимания. И поэтому здесь важно, наверное, привлечение и устной какой-то традиции. И в данном случае, вот и возвращаясь к вашему вопросу о жузах, да, Чукан Валиханов еще говорил о том, что сами казахи понимают жузы как отношения между родственниками. Отношения, скажем, старший жуз воспринимается как старший брат. Да. И опять же, тот же самый Дюмизили, многие этнологи, они говорят, что та идеальная система государства, при которой существует три функции, не государство, а общество точнее, да, вот эти функции, они соответствуют в сказках и в мифах, они соответствуют функциям трех братьев. Допустим, понятие ортак, центр, можно же перевести так, да? Да. И потом, если посмотреть историографию и количество ханов, которые возглавляли общеказахское государство, все три жуза, из 52, по-моему, 50 представляли ветвь центрального жуза. Уртажуза. То есть в данном случае я просто ставлю вопрос о том, что на самом деле старший, средний, младший. Или все-таки есть другие толкования, которые, может быть, мы еще не поняли. Модели мира, которая существует в сознании, и реальная модель. Мы исходим из перевода и понимания, что как бы иерархии. Да. Тут не было иерархии. Не нужно... Нет, она идеальная просто. В идеальной это модели. Не значит, что старший, он значит старше, а среднего средний, а младший, он значит меньше. Нет, это тут исходя из того, какой принцип объяснения вот этой жузовой системы мы изберем. Если мы изберем, допустим, генетический, как вот Анвар Битаевич говорит, да, когда идет это от поколения к поколению, от народа к народу, традиция. Либо мы возьмем, допустим, политический, когда хан своей волей проводит такую реорганизацию. Либо мы говорим, допустим, экономически, как со времен Бартольца,
Бартольд, нас ученые говорят, то есть каждый экономический регион, кочевой экономический регион, он обособлен. То есть Западный Казахстан обособлен, то есть это Северная Приоралия, да, система, допустим, Северная Приоралия, дальше там Жайык, Урал, Волга и так далее. Средний Жуж, допустим, это опять Средняя Сырдарья и Северный Казахстан. Или, допустим, Старший Жуж, то есть это опять-таки Присырдаринский регион и Юго-Восточный Казахстан. То есть как бы экономически они все разделены. А Хорда, по мнению ряда историков, это и есть, собственно, прообраз первого казахского государства. Именно в Ахурде сформировался костяк вот этой будущей казахской народности, костяк будущей казахской государственности. Отсюда вышло имя казахи, отсюда вышла основная масса казахов, отсюда вышла династия казахов, отсюда все как бы вышло отсюда. И вот она была основной Ахурдой, главной белой ставкой, да? Вот. И потом уже со временем они присоединили Могулистан. Со временем они присоединили Ногайскую Орду, часть Ногайской Орды. Я очень благодарен вам за то, что вы пришли в нашу студию и в год юбилея рассказать нашим зрителям о истории зарождения казахского ханства, казахского народа. Я думаю, что в этом году у нас еще будут встречи, и я с удовольствием от имени наших зрителей приглашаю вас в студию для того, чтобы мы продолжили этот разговор. И желаю всем нам удачи, новых исторических источников, активных дискуссий и с тем, чтобы наш народ знал свою историю замечательно. Спасибо.